Сегодня я направляюсь в отряд специального назначения Толпар. Ребята, попав под мобилизацию, решили организовать современный отряд специального назначения, где снабдили себя сами самостоятельно квадрокоптерами и всем необходимым для того, чтобы вести боевые действия по-современному. И вот буквально почти за год работы, подготовки, самообразования ребята достигли очень больших результатов. Их постоянно публикуют на федеральных каналах. Их результаты, их эффективность уже доказаны. И они даже заменяют целую разведку. В общем, мне выпала честь с ними пообщаться. Сегодня узнаем, как они живут, как они сами, в общем-то, собирают свои снаряды. Это важно, чтобы они в паре работали. Объективный контроль. То есть он мне показывает картинку, что он увидел, в каком кусту, куда движется. А я уже ориентируясь по нашим ориентирам, своим установленным, лечу в нужное направление. Как правило, я вижу цель уже метров за 50, когда начинаю спускаться к ней. То есть поэтому важно, чтобы оператор разведдрона четко скорректировал меня. Например, установленная цель, ее название. Я в направлении этой цели полетел. И он мне дальше говорит, противник двинулся правее, левее. Ну, а в камикадзе снаряд, я правильно понимаю? Да, на камикадзе уже снаряд. Какая у него дальность? Смотря какая радиообстановка. Если есть рэп, то там уже в зависимости от рыбы, конечно, у вас все работает. А если идеальные условия? В идеальных условиях он может километров 4 точно пролететь. А с грузом или... Без груза. Он только больше разведывательный, да? Да, он больше разведывательный. После нашего попадания на линию боевого соприкосновения поняли, что есть потребность в более прицельном, более качественном поражении противника. Начали искать все возможные варианты. Старший лейтенант Теплов уехал в отпуск, там узнал о FPV-дронах и привез пару образцов нам сюда. Мы начали их изучать, начали создавать лабораторию, начали создавать и учить пиротехников для того, чтобы делать заряды для этих FPV-дронов. И вот спустя некоторое время мы начали поражать цели. Основатель этого отряда специального назначения, наш земляк из Уфы, он получил ранение очень серьезное, после которого сейчас вот проходит лечение. Жизнь так сложилась, что мы познакомились с Владленом Татарским. Вот, к сожалению, его не стало, но вот это зерно именно БПЛА «Камикадзе», FPV-дронов посеяно, скажем так, в моем сознании благодаря ему. Плюс канал «Русский беспилотник», плюс «Тройка». Вот это, скажем так, наши идейные вдохновители и помощники по техническим вопросам. В данный момент на 3D принтере печатается защита мотора FPV-дрона. Что она вот так вот выглядит. Это черновая модель. В принципе, ее надо немножечко канцелярским ножом доработать. Ее можно использовать как защиту мотора FPV-дрона. Так как этот дрон будет тренировочным, а не боевым, он будет очень часто падать или врезаться в стену. И чтобы при падении не замяло мотор, при столкновении с препятствием, существует эта защита. Она выполнена из ПЭТ-пластика, и она немножечко сделана потолще от оригинала, чтобы она выдержала хоть какой-то удар. Андроид, привет. Слушай, вот я вижу, что у тебя тут вообще подручные средства, да, если так посмотреть. Расскажи, пожалуйста, твоя какая главная задача? Моя главная задача сделать так, чтобы это все сработало. Непосредственно я собираю бомбу, допустим, грамм 500 бомба, она спокойно может прожить железо где-то сантиметра 3 точно. Рассчитываем каждый грамм, потому что там это тоже учитается очень хорошо. А самая какая-то мощная такая твоя цель, вот, что, так скажем, с твоим снарядом поразили? Опорник. 2 опорника мы поразили. Вот. У них же опорники очень такие серьезные, подготовленные, да? Да, бетонные. Они готовились очень долго к этому наступлению нашему. Там. Многие даже тоже пытались там эти же опорники взорвать. Не выпадали, не получалось. А на дроне можно было подлететь спокойно в то же самое окно, в окоп,
куда угодно, в общем, куда мог дрон залететь. Он попадал, и, естественно, все снаружи взрывалось. Только что с ребятами мы сделали самодельный снаряд, и сейчас пришли на полигон, чтобы посмотреть, в общем-то, его мощь. Сейчас уже зафиксировали камеру, а взрыватель пошел устанавливать бомбу самодельную, которую только что мы сделали, в общем-то, в хозяйстве. Дерево, вот это только что оно было, соответственно, вот оно лежит рядом, и площадь поражения достаточно большая. Я вот не знаю, как это, с чем это сравнить, но квадратов 18 как будто бы, 15 точно есть. Это еще не считая, вот тут подсказывают, поражающих элементов, которые, в общем-то, разлетаются. Мы сами ушли достаточно далеко, были за горкой, за возвышенностью, и, в общем-то, даже там очень сильно это почувствовалось и немножко так встряхнуло, тем более человек, который не привык к таким звукам. Когда дрон ударился мотором об землю, была повреждена очень чувствительная часть, называемая колокол. На этом колоколе находятся неодиумные магниты, которые, соответственно, благодаря обмоткам статора и работе регулятора напряжения вращаются с заданными оборотами. Для того, чтобы заменить мотор, был, соответственно, разобран донор. Это у нас донор, соответственно. Я его разобрал, отпаял мотор. Чем мне особенно, в общем-то, импонирует толпаровцы, тем, что они действительно современные. Тем, что вот тренировки у них проходят в любом месте на свежем воздухе. Такой джойстик, не обязательно именно такой, любой, может быть, даже игровой джойстик, насколько я знаю. Но самое интересное происходит здесь. Мне дали ребята самую простую такое вот поле. Это пустыня, они называют. Тут легче всего летать. Одно неправильное движение, в общем-то, и уже ты принес очень большой ущерб. Поэтому ребята тренируются очень много. И тренировки потом, в общем-то, подкрепляются практическими знаниями. Мы работаем с разными дронами, начиная от цифровых мавиков, которые используем для разведки и корректировки. Также используем FPV-дроны собственного производства, которые собирают наши техники и пиротехники. Вот этот дрон может поднять около 1,5 килограммов взрывчатого вещества, а оператор при должной сноровке может залететь в опорный пункт противника и поразить всех, кто там находится. Отряд сейчас выполняет задачи не только полковые, но и задачи первого армейского корпуса. Я повторюсь, эта война, она нетипичная. Это прокси-война, в котором очень много решает один человек. Раньше говорили, один в поле не воин. Вот сейчас к этой войне это не относится. Один в поле еще какой воин. А с наличием технических средств это супер воин, который может поразить и тяжелую технику врага, и большое количество противника. Неважно, насколько он подготовлен. Это может быть и силы специальных операций, это может быть и просто пехота. Один человек, оператор, может уничтожить целое подразделение. С помощью данного устройства можно обнаруживать мавики в первую очередь, потому что здесь установлена такая антенна, которая 2.4 воспринимает. Но если купить более широкополосную антенну, можно будет даже находить, он даже сейчас Wi-Fi роутер спокойненько видит, что вот у нас тут Wi-Fi роутер что-то там общается. Это самодельное, да, то получается тоже улучшили какое-то там устройство, получается? Ну, Собрали из того, что было. Да, что нам дали, мы такие типа, чем богаты, тому и рады. Я как командир этого отряда, и я сам с Башкортостана, предложил своим ребятам, наши, скажем так, визави, которые находятся по ту сторону линии боевого соприкосновения, у них есть отряд «Пегас». Но мы думаем, наш Толпар будет посильнее. И, соответственно, как бы это ни звучало пафосно, но дух предков дает о себе знать, и люди, зная, что за этим стоит целая история, целые эпосы, которые писали наши предки, то есть понимают и действуют согласно тем канонам, которые были заданы еще испокон веков. В республике вас ждут семьи, близкие, родные, друзья. И как и для них, для самых близких, так и для всей республики, вы действительно являетесь героями. Это не пафос, это реально так. Одна из самых сложных работ – это защищать Родину. Эту работу сегодня выполняете вы. Хотели тоже вам подарок, толпаровцы, передать. Для работы вы используете, вам необходим. Обученные операторы БПЛА,
то, как они действительно должны работать, это сохраненные и спасенные жизни наших военнослужащих, наших подразделений. Башкирия — это вообще флагман на СВО. Все остальные регионы, ну, честно говорю, с белой завистью завидуют. То есть как нам помогают ребята в правительстве, как глава республики помогает, как помогает непосредственно Азат Бадранов, который сам находится на ЛБС, на передовой, ездит, не сидит где-то в штабах. Это настоящий мужчина и офицер, в первую очередь. Никто из ребят не может поверить, что он чиновник. То есть это настоящий мужик, настоящий патриот Башкирии, настоящий патриот России. Побольше таких людей, и, ну, я думаю, мы быстрее закончим этот конфликт. Нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты.